Добрый день, уважаемые зрители! Очередной раз приветствую вас на нашей съемке передачи «Объектив». Эта инициатива является совместной между информационным агентством «Хабар» и аналитическим центром «Бизнэксперт». И как всегда, мы на этих передачах обсуждаем сложные темы, связанные с бизнесом, экономической политикой, и пытаемся это поговорить простыми словами. Сегодня мы будем говорить о новом проекте таможенного регулирования. И на эту тему мы поговорим с сегодняшними гостями. У меня с левой стороны начальник правового управления Государственной таможенной службы Бейшеев Маршалбек Джумабаевич. И справа президент Ассоциации таможенных брокеров Гелитюк Иван Дмитриевич. Добро пожаловать. Ну и первый вопрос вам, Маршал Джумабаевич. В чем такая была необходимость в новом кодексе? Ну, краткую информацию расскажите. Когда, что, с чем его будем, так сказать, есть, чтобы наши предприниматели, которые сегодня участники внешнеэкономической деятельности, могли осознать важность этого документа. Добрый день. Сначала бы хотелось, конечно, сказать, что переход на новый этап интеграции от Таможенного союза к Евразийскому экономическому союзу потребовал пересмотра международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения в рамках Евразийского экономического союза. В этой связи Евразийская экономическая комиссия при участии правительств государств-членов Евразийского экономического союза, бизнес-сообщества был разработан проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, который, как вам уже известно, 11 апреля 2017 года был подписан главами государств, членов Евразийского экономического союза в городе Москва. В этой связи Государственной таможенной службой был проведен анализ действующего законодательства в сфере таможенного регулирования в Кыргызской республике. И пришли к такому мнению, что действующее законодательство требует корректировки, пересмотра в соответствии с требованием нового проекта, пока еще Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, который предварительно предполагается вступление в силу с 1 января 2018 года. Рабочей группой, созданной Государственной таможенной службой, был проведен этот анализ, и пришли к мнению, что необходимо все-таки силами не только, специалистами не только Государственной таможенной службы, но с привлечением соответствующих специалистов Министерства экономики, а также бизнес-сообщества необходима разработка нового закона о таможенном регулировании. Хотелось бы сказать, вкратце остановиться о проекте представляемого закона о таможенном регулировании. Данный проект закона разрабатывался в период с марта по август месяц этого года при участии, как я выше сказал, сторон. И для удобства в дальнейшем в правоприменительной практике было принято решение, что структура закона о таможенном регулировании будет соответствовать, будет аналогична структуре Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что касается структуры. Ну и вкратце хотелось бы остановиться на основных моментах, что мы будем иметь с момента вступления нашего этого нового закона. Значит, основное нововведение, которое предусматривается законом о таможенном регулировании, так же как и, естественно, таможенным кодексом Евразийского экономического союза, это законодательно закреплены администрирование внешнеэкономической деятельности с бумажных носителей на электронный. То есть это электронное декларирование. Данное нововведение, естественно, позволит сэкономить средства бизнеса при ведении внешнеэкономической деятельности, а также, что немаловажный фактор, это сократить контакт между субъектом внешнеэкономической деятельности и должностным лицом таможенного органа. Это позволит, это такой немаловажный был коррупциогенный фактор, который позволит значительно снизить вот эту проблемную часть взаимоотношений между бизнесом и государством. Переход на электронные формы декларирования, конечно, на данном этапе полностью на переход на электронное декларирование, конечно, невозможно. На сегодняшний день у нас
идет автоматизация всех процессов таможенной службы и интегрирование ее с информационными системами государств-членов Евразийского экономического союза. Но полностью 100% пока перейти невозможно, поэтому как таможенным кодексом, так и законом о таможенном регулировании предусматривается все-таки при помещении под отдельные таможенные процедуры применение пока еще бумажных носителей. Но это я скажу, это при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, либо при оформлении в таможенном отношении международных почтовых отправлений, либо при таможенном декларировании международных экспресс-перевозок. С чем это связано? С тем, что на сегодняшний день касательно международных почтовых отправлений, согласно актам Всемирного почтового союза, в качестве декларации на товары, в качестве таможенных деклараций, таможенных документов применяются бумажные формы СИЭН. Поэтому эта глобальная всемирная почтовая сеть, мы не можем пока перейти полностью на электронное декларирование, поэтому там будут применяться бумажные формы декларации на товары. Или при использовании международных перевозов в качестве декларации на товары транспортных документов, это требования многих стран, где применяются еще пока бумажные носители, поэтому мы же знаем, что перемещение товаров осуществляется транзитом через многие страны, поэтому в этой части мы пока не можем полностью перейти на электронное декларирование. Марсель, я думаю, на этом у вас еще будет возможность дополнить свои основные пункты. Сейчас хочу дать слово Ивану Дмитриевичу вам. Иван Дмитриевич. Добрый день. День добрый. Еще раз. Новый документ, новая веха, так скажем, да, именно, скажем, в вашей профессиональной деятельности. Я так понял, вы участвовали в разработке этого документа. Ваше мнение, такой очерк того, что сегодня предлагается Государственной таможенной службе. Добрый день, уважаемая аудитория. Мы не первый раз встречаемся с представителями государственной службы на площадке, организованной BizExpert'ом. Поэтому очень приятно, что такой документ, как закон о таможенном регулировании, так широко и своевременно размещен и обсужден. Хотелось бы в двух словах вкратце сказать, что такое таможенный кодекс ЕС и его основное отличие от закона о таможенном регулировании. Значит, главное отличие, то есть таможенный кодекс – это основной закон, который действует для государственных таможенных служб и участников бизнес-процесса на территории пятерки, то есть России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. А закон о таможенном регулировании – это наш национальный документ, в котором вошли более 300 отсылочных норм, которые определены таможенным кодексом Евразийского экономического союза, именно отданные на уровне национального законодательства. То есть это дополняющий документ. То есть основополагающий документ – это таможенный кодекс ЕС, а дополняющий с учетом наших национальных особенностей – это закон о таможенном регулировании. Ну, ранее, значит, там было 304 статьи, 57 глав и 11 разделов. Сейчас уменьшили, как сказал наш предыдущий выступающий маршал Джумабаевич, значит, уменьшили его с учетом структуры таможенного кодекса ЕС. То есть сейчас там стало вместо 11, 9 разделов, 57 глав заменили на 45 и 251 статья. Это очень замечательно для бизнеса, потому что читать участникам внешнеэкономической деятельности некогда. Им нужно выполнять, им нужно торговать, им нужно, как сказать, соблюдать все нормы, которые определены данными законом и таможенным кодексом. Это главное. Значит, как уже было сказано, мы, то есть бизнес-сообщество, я представляю сегодня Ассоциацию таможенных брокеров, это профильная ассоциация, которая в этом году заключила соглашение между таможенной службой и нашей ассоциацией в поддержке решений, в упрощении, автоматизации, то, что было сегодня сказано. То есть главная действительно задача – это переход на электронное декларирование. То есть уход от бумажных носителей, которые остались нам с самого начала нашей деятельности как независимого государства. И это получилось достаточно замечательно, потому что то, что сегодня было сказано, это действительно снижение бремени, времени и цены для участников. То есть вот те вопросы, которые связаны с упрощениями процедур. Далее хотелось бы сказать, что мы с марта месяца участвовали в рабочей группе.
в составе таможенной службы представители Министерства экономики и высказали более 900 замечаний и предложений за этот период. То есть сначала, естественно, начинали работу структурную сами сотрудники таможенных органов вместе с другими министерствами и ведомствами. Мы подошли на этапе, когда уже нам были предоставлены определенный регламент, определенный скелет, и по совместному обсуждению, значит, более 900 замечаний и предложений было внесено именно от Ассоциации таможенных брокеров. Что хотелось бы сказать в двух словах. Значит, это такие замечания, которые направлены на снижение бремени для наших участников внешнеэкономической деятельности в сфере таможенного дела. То есть мы снизили нагрузку своими общими решениями на $140 тысяч для владельцев таможенных складов временного хранения и магазинов беспошлиной торговли. То есть это то, что выражено не только в бумажном, но и в экономическом плане. Далее мы убрали основное бремя для тех компаний, которые занимаются оформлением грузов для участников внешнеэкономической деятельности, то есть заполняют и оформляют декларацию. То есть нагрузка с миллиона евро мы убрали до 500. Правда, этот документ, он не вошел ни в таможенный кодекс, с таможенного кодекса он был изъят. В таможенном регулировании есть ссылка на решение комиссии. Вот согласно этому решению сегодня было принято, вернее, сегодня уже эта сумма юридически закреплена, это 500 тысяч. Вы поймите, 500 тысяч евро, это для Кыргызстана достаточно огромная сумма. Но была миллион, поэтому у нас есть... Уже хорошие показатели. Да, уже хорошие показатели. Есть еще какие-то особенности? Да, и хотелось бы еще рассказать, что есть такое понятие, как вот было в законе, вот я его взял с собой, о законе о таможенном регулировании, который действовал с 31 декабря 2014 года. Там была норма такая непосильная для бизнеса, это создание филиалов. То есть, чтобы нашей компании работать в Баткене, в Нарыне, в Таласе, надо там было регистрировать компанию. То есть, что это значит? Это значит, надо было создавать там штат, увеличивать, как сказать, отчетность, которая неповерна. Но сегодня таможенная служба прислушалась и убрала эту норму из таможенного закона о таможенном регулировании. То есть снизила временную нагрузку и облегчила бремя нашим участникам внешнеэкономической деятельности. Иван Дмитриевич, ну, вы знаете, я очень большой сторонник, как бы, да, и защитник бизнеса, все время этим работал. И, честно сказать, маршал Джумабаевич, это вот первый раз, чтобы таможенные брокеры хвалили таможенную службу за открытость, за сотрудничество. И, видимо, в этом есть большой плюс и ваш, потому что столько лет вы пытаетесь все-таки наладить хорошие мосты, хорошее сотрудничество. И думаю, что вот руководство таможенной службы тоже сегодня отличается тем, что очень открыто работает с бизнес-сообществом, целевой как бы группой. Вот для бизнеса, для именно участников внешнеэкономической деятельности, конечно же, они не вдаются вот в разницу. Кодекс был раньше таможенный, сегодня другой, новое что-то предлагает. Что для них сегодня меняется? Вот как бы им становится легче работать с таможней? Или вот что и в чем это проявляется сегодня, кроме электронного декларирования? Есть ли еще какие-то особенности? Да, спасибо за вопрос, Улух Мурза. Я бы хотел сказать, что особенности, конечно, есть. Передача, от времени, отведенного для передачи, конечно, этого будет мало. Так. Я вкратце хочу остановиться. Есть очень значительные особенности, которые упрощают бизнес в Кыргызской республике. Это, один из них – это сокращение выпуска товаров. Сокращение выпуска товаров, то есть, значит, на сегодняшний день, согласно таможенному законодательству, выпуск товаров осуществляется в течение 24 часов, не более 24 часов. Согласно закону о таможенном регулировании и требованиям Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, это время сокращено до 4 часов. И это 6 раз. 6 раз сокращено. И время регистрации таможенной декларации с 2 часов сокращено до 1 часа. Вы понимаете, что для бизнеса каждая минута это не только деньги, но и здоровье и нервы и репутация. Поэтому в этой части, конечно, таможенный кодекс и
разработчиками это закона. уже очень хорошие показатели. Это очень хороший показатель. И кроме этого, сокращение документов, которые необходимо представлять таможенным органам. Можно То есть- вот по цифрам приблизительно? Было 5, стало 1, было 10, стало 4? Ну, или по это... цифрам, нужно сказать, что по цифрам на сегодняшний день около 12 документов, но это не говорит о том, что там при таможенном декларировании необходимо представить именно всех 12 документов. Ну, до 12. В зависимости от категории товара, Хорошо. в зависимости от таможенного режима, таможенной процедуры. Так, Вот, где-то из них 3-4 документа. В чем заключается сокращение значит, представляемых документов? На сегодняшний день идет автоматизация процессов не только в таможне, но во всей системе. Это очень актуально. Сегодня очень кстати Так. программа правительства Тазахон, где Цифровая, да, автоматизируется трансформация? цифровая трансформация всех процессов. Поэтому я думаю, после вступления в силу закона о таможенном регулировании эта система у нас полностью заработает, и те документы, которые таможенная служба может получить в электронном формате от других контролирующих органов, это соответствующие лицензии, соответствующие сертификаты от сертифицирующих органов, от государственных требовать органов. Требовать от бизнеса мы не будем. Не будете? Да, мы можем эти документы получить в замечательно. электронном формате посредством нашей электронной сети. Это, я думаю, очень я хорошее. думаю, Иван Дмитриевич, это хорошая новость. Да, я думаю, что многим предпринимателям особенности, пожалуйста, обратите внимание на это. В действительности, сегодня предлагаемый проект Кодекс таможенного регулирования вводит такие замечательные именно послабления, и не то чтобы даже послабления, а оптимизацию процессов. Включая, которые только что сказали вы, и количество документов в связи с тем, что все переходит в электронный формат. И по срокам. Вместо 24 часов в течение 4 часов. Это в 6 раз. Это в 6 раз, это очень хороший показатель. Ну, я бы хотел поблагодарить Ивана Дмитриевича. Он представляет бизнес, потому что мы без участия бизнеса, они тоже проявили очень активное участие при разработке нашего проекта закона о таможенном регулировании. Очень активное участие, и я думаю, в конце у нас получился такой хороший, практичный документ в правоприменительной практике. Я думаю, он будет направлен именно навстречу бизнесу. Ну, замечательно. Можно Иван Дмитриевич, пару слов? да, пожалуйста, давайте тоже. Ну, во-первых, подтверждаю от лица бизнеса, что то, что было заявлено начальником правового управления, это чистая правда. То есть то, что мы снизили документооборот, это наше решение, которое было даже начиналось до того, но сейчас оно завершилось конкретным результатом. То есть было 14 документов, дошло до 3 обязательных, но, как сказали, что есть определенные процедуры, которые требуют более четкого контроля со стороны таможенных органов, а выпуск для внутреннего потребления – это основной наша таможенная процедура, которая действует для 90% участников внешнеэкономической деятельности при поставках товаров в Кыргызскую республику. Действительно, бремя для бизнеса очень снижено, и вот эти процессы, которые сейчас Улук сказал, они действительно находятся практически на самом лучшем уровне, там уже некуда больше снижать. То есть осталось только единственное, что сказать, теперь нужно, чтобы все сотрудники таможенных органов, которые работают давно, чтобы мы их совместными усилиями вместе с бизнесом, который работает в сфере таможенного дела, вместе будет сейчас чуть ниже остановлюсь, процесс обучения со стороны Евразийской экономической комиссии разработчиков основного закона, чтобы мы понимали и видели все одинаково. Вот у меня единственная такая. Сегодня у нас много таких нюансов, на которые взгляд таможенной службы один, бизнеса другой. Вот чтобы таких вот моментов не было, у нас должен быть какой-то такой подход и консолидированная позиция. Вот помните, раньше была такая практика хорошая, к налоговому кодексу писались комментарии. То есть, чтобы толкование было одно. Я не знаю, есть ли смысл такое делать таможенным документом? Есть. Он у нас есть и на предыдущий закон, и на законы кыргызской есть, и у нас есть специалисты достаточно серьезные, которые... Я думаю, над чем есть поработать. Работать я думаю, хорошо. Да. А вот более широкую массу будем привлекать для обсуждения? Дело в том, что необходимо сказать, что проект закона о таможенном регулировании на сегодняшний день размещен на официальном сайте правительства Кыргызской республики. Так, пожалуйста. Мы ссылку дадим внизу, кстати. Да, мы ссылку дадим, и там указаны телефоны
куда нужно обращаться, если у бизнеса, либо Есть у лиц вопросы будут какие-то вопросы, или либо предложения. какие-то замечания, либо предложения. Замечательно. На данном этапе еще работа над этим законом не завершена, поэтому сегодня мы принимаем замечания и предложения, и он еще будет дорабатываться как правительством, так и в дальнейшем, я думаю, при представлении Джорху Кенеш уже у нас будет, конечно, хороший документ с учетом всех предложений и замечаний. Хорошо. Иван Юрьевич, у вас есть какие-то еще Конечно, инициативы по конечно. обсуждению? Конечно, есть инициативы. То есть то, что сейчас было сказано, это действительно с 5 сентября на официальном сайте правительства началось общественное обсуждение. И мы вместе с бизнес-экспертом приняли решение о том, что 29 число под эгидой Министерства экономики, уполномоченного органа, провести расширенное обсуждение этого закона. То есть никто не говорит, что можно подавать, нельзя подавать, надо ждать. Нет, подавайте сейчас. Но там будет собраны и аккумулированы все те замечания, предложения, которые были высказаны всеми участниками бизнеса, независимо в этой работают ли они в сфере таможенного дела или они просто одноразовые пользователи данными услугами. Значит, вот это будет очень широкое обсуждение. Еще раз хотел бы вам напомнить, что 29 сентября в Большом зале Министерства экономики в расширенном составе будут представители таможенной службы, бизнеса, который представляет НАБА, который представляет наша ассоциация. Мы задействуем очень широкий охват для того, чтобы как можно больше участников внешнеэкономической деятельности и тех представителей, которые работают в данной сфере, были более профессионально подготовлены. Все, спасибо большое. Уважаемые коллеги, я думаю, только скажу вам спасибо за проделанную работу и таможенной службы, Иван Дмитриевич, и вашим членам, за то, что не оставили этот документ в стороне, действительно вовлеклись во все и постарались отразить мнение и интересы бизнеса в этом документе, насколько это возможно. Ну, как говорится, не бывает идеального документа, да? Всегда документ нужно дорабатывать, реалии меняются, факторы меняются. И, возможно, нужно больше слушать именно практиков. Да? Поэтому и вами организованный круглый стол, где мы тоже будем участвовать. Я надеюсь, и таможенная служба будет участвовать, и Минэконом. Мы еще соберем дополнительные предложения, комментарии. Уважаемые предприниматели, а тем временем, пока мы готовимся к большому круглому столу в Министерстве экономики, просьба ознакомиться, прочитать данный проект НПА, посмотреть, если есть какие-то моменты, которые вас интересуют, либо возникают вопросы, комментарии, вот как было сказано только что, звоните, направляйте свои предложения, все данные контакты будут внизу этого видео. Поэтому мы очень рады, что сегодня таможенная служба как никогда открыта сотрудничеству, действительно открыта предложениям, и чтобы этот закон действительно помог нашей экономике дальше развиваться, тем более, что любая страна пытается действительно сделать процессы сегодня проще и легче для бизнеса. Я рад видеть, что и мы не остаемся в стороне, как Крымская республика. Спасибо вам за участие. Спасибо. Желаю вам удачи, успехов и до новых встреч.